Всем добрый день! Мы продолжаем вторую часть нашего рубрика «Вторая часть свистки». У меня столько еще свистков не рассказано. Сегодня расскажем про берез. Этот свисток поможет, когда есть большая несправедливость в ваших делах. А также этот свисток поможет для того, чтобы остановить войны. Если вы хотите, чтобы на земле была справедливость и мы жили без войны, вы можете приобрести этот свисток и призвать предков, духов для помощи, чтобы все это остановилось. Продолжаем. У нас сейчас будет свисток с названием Утум. Для чего он предназначен? Он предназначен для инженера, строителя, также градостроителя. Он поможет с новыми проектами, которые будут интересовать, получается, тех, кто выше, да, для того, чтобы город наш был еще красивее, многофункциональнее. У вас будут уникальные проекты, идеи, и во всем этом поможет этот свисток. Идем дальше. У нас есть свисток Сайда. Он поможет в сфере образования. Сейчас у нас что? Не хватает садиков, да? Школы переполнены, садики переполнены. А также он поможет для строительства больниц, чтобы население становилось еще больше. Также надо учитывать все эти нюансы, чтобы у всех места всем хватало. Да? Для этого нам поможет этот свисток. Дальше у нас идет свисток с названием «Мирный». Для человека, который любит свой город всей душой, всем своим, и он хочет, чтобы, или она хочет, чтобы город мирный всегда процветал, чтобы там становилось жителей еще много, и чтобы земля не страдала. Далее у нас идет свисток Акир. Этот свисток поможет с новыми открытиями секреты земли, предназначен для археолога или промышленника. Обладатель найдет новые потаенные секреты нашей земли, сделает новые открытия. Дальше у нас идет Алияс. Этот свисток поможет с государственными контрактами, связанными с проложением путей, дорог. То есть этот свисток поможет с документациями. Еще раз повторяю, правила пользования свистками. Значит, с восхода солнца до 12 часов дня. И дуем не прямо, а закидываем голову назад для полного эффекта. Вот. После 12 часов дня уже не пользуемся свистком. Как помогает свисток? Что делает? Когда мы дуем, мы призываем наших предков на помощь, а также духов-помощников. Кто за нами стоит? За нами стоят наши бабушки, дедушки, мамы, папы, родственники. Те, которые ушли, которых нет на этой земле, вот они в первую очередь помогают нам с тонкого мира. И они желают нам всего самого хорошего, чтобы мы процветали, чтобы мы жили в достатке, чтобы наши желания, мечты исполнялись. Для этого в тонком мире за нас болеют и за нас там работу делают наши предки. Потому что мы их дети, потому что мы их потомки. И
в первую очередь они заинтересованы, чтобы мы жили в хороших условиях, чтобы мы не бедствовали, да. Если мы живем хорошо, им тоже хорошо. Вот. Советую приобрести эти свистки. Они делают очень большую работу. Если вы заинтересовались, пишите в директ или в шапке профиля есть ссылка на мой WhatsApp. С вами была Алта Хайтовы, Охтохтор. До свидания.